Продолжение темы. 86 теннисистов оспаривают медали 7-х игр народов Якутии. В спорткомплексе «Дружба» проходят командные соревнования и этапы финалов. Уже после спортсмены посоревнуются в личном зачете. Как начали свои выступления теннисисты, расскажет Саргылана Захарова. Концентрация, скорость и быстрая реакция – одни из главных составляющих успеха в настольном теннисе. Конкуренция на 7-х играх народов Якутии серьезная. Среди участников титулованные спортсмены, мастера спорта России. Это давно формированная команда. Мы играем с 2010 года вместе почти. Много раз становились призерами республики в командном зачете. И в 2013 году выигрывали чемпионат республики. По рейтингу мы первые. Надеемся взять медаль. Один из фаворитов соревнований – команда Усть-Алданского района. В первый же день показывает отличные результаты и побеждает в отборочном туре нерюнгринских соперников. Также в числе традиционных лидеров чурапчинцы и столичные теннисисты. Но загадывать, кто станет триумфатором в спорте – дело, как говорится, неблагодарное. По итогам квалификационных соревнований, которые проходили в течение всего прошлого года, появились и новые лидеры. Очень интересно напряженные игры показали команды Сунтарского улуса, Вилюйского улуса и Кобяйского. На этом турнире играют два мастера спорта Российской Федерации. Это Василий Румянцев и новоиспеченный мастер спорта Российской Федерации. Это Юрген Сабарайчев. Анастасия Гармашова выступает в составе команды Нерюнгри. Специально к играм вернулась в родные пенаты с Новосибирска, где сейчас учится на 3-м курсе университета. Приглашение защитить честь родного города на Якутской олимпиаде приняла с радостью. Готовились все, тренировались, конечно. Но рассчитываю на призовые места. Есть шансы. Я многих здесь знаю игроков, и все достойные. Не могу кого-то выделить. 8 столов, ровно столько для того, чтобы вместить всех участников. И этапы соревнований проходили максимально динамично. И пусть для болельщиков не так уж и много места, зато соблюдены все российские и международные требования к площадкам, где проходят встречи самих спортсменов. Это 14 метров в длину и 7 метров в ширину. И именно здесь, на этих двух центральных площадках, совсем скоро пройдут решающие финальные встречи. Самые важные решающие встречи состоятся 5 июля. В этот же день теннисисты постараются записать на свой счет победы в личном первенстве. Саргылана Захарова, Евгений Рязанский, Амга.